Дневник. Давайте перейдем на здесь вот 3 точки, выберем представление папки. И здесь нас интересует вот этот пункт – дневник. Это то, что работает только на вашем компьютере, это не сохраняется никуда в Google, никуда еще, хранится локально. Дневник – это возможность записывать данные о вашей активности. Чтобы создать запись дневника, мы нажимаем вот на эту кнопку «Запись дневника». Далее мы указываем тему, но тему мы укажем чуть попозже. Обратите внимание вот сюда. Тип записи. Телефонный звонок. Мы можем выбрать помимо него письмо, собрание, сообщение электронной почты и так далее. Это тип активности, которую вы делаете. Ну, например, мы выбираем телефонный звонок. Тема клиент Иванов. Мы общались по телефону с клиентом Ивановым. Время начала у нас подставляется автоматически текущее время. То есть после того, как нам поступает звонок от нашего клиента Иванова, мы начинаем создавать вот эту запись. Далее, когда мы вот эти первоначальные настройки сделали, мы нажимаем на вот эту кнопку «Запустить часы», и у нас с вами пошел таймер. Таймер считает, сколько времени мы потратим на этого самого клиента Иванова. Таймер можно приостановить, то есть не полностью выключить, а поставить на паузу с помощью вот этой кнопки, ну или продолжить с помощью, опять же, кнопки «Запустить часы». Таймер все посчитает, сколько прошло времени, и после того, как мы с вами разговор с клиентом Ивановым завершим, мы нажимаем на кнопку «Сохранить» и «Закрыть». И у нас в дневнике отображается запись о разговоре с клиентом Ивановым. Мы можем какие-то дополнительные данные ввести вот сюда, в тело этой записи в дневнике. Таким образом, мы с вами можем отслеживать, ну, в общем-то, потом делиться с руководством информацией о собственной занятости. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.